В предвыборной кампании политические партии поднимают разные экономические и социальные проблемы. Обещают их решить в ближайшие месяцы. Порой их обещания нереализуемы, и народ просто устал от них. Чиновники на этот раз убеждают население, что в каждом доме установят лифты, проведут Олимпиаду в Бишкеке. По мнению медиаэксперта Айбека Турдалиева, это колоссальный труд. Городские кенеши не смогут решить такие вопросы. Ранее на прошлых выборах было обещано убрать частные маршрутки в центре города, заменить их на более экологические и построить многоуровневые парковки. На самом деле, те или иные обещания не были реализованы. Многие партии дают обещания, которые, знаете, за пределами мечтаний. Многие люди, особенно избиратели, именно откликаются на такие обещания. На простые, реальные обещания люди, для них это обыденно. Когда заоблачные, нереализованные, нереальные планы, нереальные программы предоставляют избирателям, они им верят больше. Выборы в городские кенеши проводятся по партийным спискам. По словам политолога Медета Тулегенова, надо обещать все на уровне города. Если говорить в целом о партиях, то обещание конечного продукта сложно реализовывать. Например, в прошлом избирательном секторе одна из партий обещала бесплатный хлеб, еще одна партия обещала бесплатный муниципальный транспорт. Все это сложно реализовать, потому что надо смотреть, за счет каких средств и вообще для чего все это делается. Есть какие-то обещания, которые, может, более реалистичны, которые основываются на том, что будет изменен механизм работы городской администрации, городского кенеша, и будет введен какой-то принцип работы, который изменит потом жизнь горожан к лучшему. Здесь, может быть, обещания более реалистичны, потому что там, может быть, можно попробовать повлиять на то, как работает и функционирует городские администрации или районная администрация, к примеру. Специфика городских кенешей такая, что понять сложно избирателю. Если бы были какие-нибудь дебаты, обсуждения, была бы хоть какая-то конкуренция, в ходе которой выяснялось бы, на чем основываются обещания, где расчеты, где источники финансирования, где средства, которые пойдут на реализацию этих обещаний. Разработка плана развития столицы до 2040 года. Введение высокоскоростного электропоезда Тохмох-Бишкек-Карабалта. Бесплатный проезд для горожан на общественном транспорте. Развитие города по принципу агломерации и создание городских центров в микрорайонах Тунгуч, Джал, Дурдой, Аламедин-1, Кудайберген, которые будут соединены магистральной инфраструктурой. Вывести за пределы центральной части города все базары, торговые центры, административные, государственные и муниципальные учреждения, передав их нынешние здания учебным и дошкольным учреждениям. Убрать из жилых домов гостиницы на час. Ввести нравственный кодекс бишкекчанина. Все любители кальяна, насвая и семечек будут жестко наказаны. Построить современный стадион на 50 тысяч зрителей и суперсовременный концертный зал на 25 тысяч человек. Напомню, что агитационная кампания в городские кенеши началась еще 12 марта. Нынешний состав бишкекского городского кенеша был избран 11 декабря 2016 года. Тогда в выборах принимало участие 14 партий. Обещаний на тот момент было много, но сделано совсем ничего, считают эксперты. Айжан Аманова, Нурболсун Тургуналиев, Ньюс ТВ.